прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Здравствуйте, и в начале главной темы выпуска. Крепости духа. Самое важное в зоне проведения специальной военной операции – это взаимная поддержка. Очередная группа добровольцев вылетела из Грозненского аэропорта. Большинство из бойцов – потомки ветеранов Великой Отечественной войны. Расскажем о мотивации военнослужащих. Билет в будущее. Зарегистрировать детей. В этом году это дети 84 школ нашего региона. В республике реализуется проект ранней профессиональной ориентации школьников. Она проходит по поручению президента страны. Что включают в себя диагностики? Президент страны принял участие в пленарной сессии 19-го заседания дискуссионного клуба «Валдая». Тема этого года звучит так: «Мир после гегемонии. Справедливость и безопасность для всех». Владимир Путин выступил с речью, которая касается мировой повестки, как политической, так и экономической. Обозначив приоритеты развития страны, он обратился к западным лидерам. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет помнить о том, какую цену заплатила за борьбу с терроризмом на Кавказе, который поддерживался Западом, отметив, что он был побежден во многом благодаря мужеству чеченского народа. В 2000 году, после избрания президентом, с чем столкнулся, и всегда буду об этом помнить, о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы уничтожить террористическое гнездо на Северном Кавказе, которое Запад тогда практически открыто поддерживал. Здесь все взрослые люди, большинство из вас, присутствующих в этом зале, понимают, о чем я говорю. Мы же знаем, что именно так оно и было на практике. Финансовая, политическая, информационная поддержка. Ну чего? Все мы это пережили. Не только активно поддерживал террористов на территории России, но и во многом взрастил эту угрозу. Мы знаем это. И тем не менее, после стабилизации ситуации, когда основные банды террористов были разгромлены, в том числе и благодаря мужеству чеченского народа, нами было принято решение не оборачиваться назад, не строить из себя обиженных, идти вперед, строить отношения, даже с теми, кто фактически работал против нас. Огромное количество людей по зову сердца вступают на благородный путь защиты Родины. Чуть ли не ежедневно бойцы из региона выезжают для участия в СВО. Подразделения из республики успешно удерживают занятые позиции и очищают новые территории. Очередную группу добровольцев в Грозненском аэропорту проводил мой коллега Турпал Алитайсумов. Честь нации и безопасность народов страны. С такой целью новый отряд добровольцев ожидает свой вылет в зону проведения специальной военной операции. Российский университет спецназа позаботился о том, чтобы они не просто хорошо обращались с оружием, но и были выносливы. А там мужчины прошли интенсивную подготовку. Их обучали буквально каждой боевой ситуации, которая может возникнуть в ходе выполнения поставленных задач. Вдохновить защитников необъятной родины перед вылетом в Грозненский аэропорт Северный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прибыли официальные лица. С приветственной речью выступил министр внутренних дел субъекта Руслан Алханов. Мы сегодня с вами вместе со всей нашей страной сражаемся с этой нечистью 21 века. Я еще раз повторяюсь, это фашисты, националисты, укропы, которые ненавистью относятся к русскоязычному населению, к России. Мы с вами выполняем свой служебный долг по защите нашего Отечества. Я желаю всем вам, выполнив приказ Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, а также главы нашей республики, Героя Российской Федерации Рамзана Ахматовича Кадырова, чтобы вы живыми и здоровыми с победой вернулись домой. Ахмат! Сила! Аллаху Акбар! Россия! Мощь! Также перед строем солдат выступил председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Он отметил, что борьба с укронацистами, 8 лет мучивших собственный народ на Донбассе, это задача, поставленная перед каждым. А помочь им в этом сможет только вера и крепкая сплоченность. Самое важное в зоне проведения специальной военной операции – это взаимная поддержка, духовная поддержка, выполнение
приказов командиров. Поверьте, это многократно увеличивает шансы на поле боя. Бойцы, я от вашего имени хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который днем и ночью, вы сами это знаете, видите, переживает за вас, за добровольцев, за бойцов различных структур, которые у нас там находятся уже более 8 месяцев, за нашу страну, за наше будущее. По словам военных, у многих из них есть боевой опыт. Все знакомы друг с другом, поскольку много времени провели на тренировках и учебных боях. Теперь они готовы вступить в реальный бой и вернуться с триумфом. Боевая экипировка полностью предоставлена. От начала до конца все предоставлено полностью. Обмундирование отличное, качество отличное ткани, все замечательно. Инструктора отличные, профессионалы. Наша подготовка нас приведет к победе, и мы вернемся обязательно живыми домой. Настрой боевой, будем бить врага, вернемся домой, не допустим, чтобы враг, даже пяти его на нашей земле не было. Нашивку мне подарил товарищ, мы вместе в лагере были, он уехал той отправкой, он с Дагестана. Я пообещал найти его на фронте и вернуть нашивку, и вот поэтому ношу на груди. Братская, да, я из Москвы, он с Дагестана, у нас все здесь ребята, кто с Чечни, кто с Дальнего Севера. Я очень хочу передать привет своей семье, жене, Светлане, маме, Любовь Николаевне. Я вернусь. Обязательно. Спасибо. Ахмат, сила! Далее их ждет готовый к старту модифицированный Ил-76МД. Он и доставит их в точку назначения. Уже там они будут ждать дальнейших приказов. Их мужественность и полная боевая готовность говорит сама за себя. Ахмат сила! Ахмат сила! Россия мощь! Россия мощь! Ура! 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 Торпа, Лолита Исумов, Резван Насипов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. Школьные годы – самая чудесная и веселая пора. Этот период больше всего запоминается и остается в памяти. Первая четверть позади, ребята успели окунуться в атмосферу знаний, поэтому в столичном центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова провели посвящение в первоклассники. Как прошел праздник, расскажет Медина Мударова. Их боялись даже боссы итальянской мафии и японской якудзы. Эти ребята действительно крутые. Несколько лет они держали в страхе воспитателей в детских садах. Теперь в школе у них появился шанс исправиться и стать примерными учениками. Сегодня у них необычный праздник – посвящение в первоклассники. В мероприятии принимает участие и внук первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Абдулла Кадыров. Поддержать его пришли братья с сестрой. Сколько в школе мы узнаем, сколько книжек прочитаем. Нам по этому пути долго лет еще идти. Позади у ребятишек первая четверть. Она была полна событиями. Школьники нашли новых друзей, многому научились и узнали что-то новое. Это они и показали в своем ролике. Что в школе труднее всего? Очень сложно учиться. Расскажите о Фатиме Руслановне. Доброе, и когда мы получим... Помимо успеха в учебе, у детей имеются и другие таланты, к примеру, актерское мастерство. Зрителям представили забавную и хорошо подготовленную сценку из сказки «Красная шапочка». Ах, братцы, да ведь это вал! Пузатый взял кого-то! Скорее лови его! Эй, волк, пора тебе работать! Школьные годы самые чудесные и веселые, но надолго в памяти остается то, что происходит в первый раз. Чтобы оправдать звание самых крутых ребят в школе, они станцевали танец. Необычный он в своей подаче. Вот и настал самый волнительный момент для каждого школьника – клятва первоклассника. Клянусь считать и писать прилично, и в рюкзаке носить хорошо и отлично. Ученик первого класса Кадыров Абдулла. В завершении дети вместе исполнили песню. Большим кораблям, большие моря и грандиозные открытия
Кажется, совсем недавно они ходили в детский сад, а теперь это взрослые самостоятельные люди, которые обещают учиться хорошо. За то, что мы хорошо учились, читать, считать, писать. Теперь, став официально школьниками, дети продолжат и дальше постигать гранит науки. Сегодня мы точно убедились, они достойны носить почетное звание первоклассник. Только недавно порог Центра образования переступили 22 первоклассника, а у них за плечами уже первая в жизни учебная четверть. Она была довольно насыщенной, и впереди у ребят еще множество незабываемых моментов. Медина Мударова, Садемин Мусаев, Сайтелим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хачу Кадырова открылась историко-просветительская выставка «Южный рубеж». Она посвящена 80-летию битвы за Кавказ, а также обороне города Грозного. Посетители смогли увидеть стенды с архивными материалами, фотографиями, музейными экспонатами и образцами художественного творчества. Здесь же гостям провели лекцию для более активного вовлечения в тематику. Мероприятие организовано при поддержке Министерства просвещения страны в рамках нацпроекта образования при участии регионального отделения поискового движения России. Выставка продлится до конца месяца. Очень интересное мероприятие, очень интересная выставка для молодежи, для того, чтобы узнать свою историю. Здесь очень важный момент, то, что битва за Кавказ это была все-таки битва за Грозный, за Грозненскую нефть. И здесь, безусловно, очень важным фактором, подтверждающим героический подвиг наших предков, наших дедов, это то, что более 80 тысяч наших соотечественников были награждены медалями за оборону Кавказа. В республике реализовывается всероссийский проект «Билет в будущее». Ее цель – ранняя профессиональная ориентация учащихся 6-11 классов. В рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» обучающиеся проходят несколько этапов, чтобы понять, что у них получается больше. Репортаж Амины Тупилаговой. Проект «Билет в будущее» по профориентации школьников в пилотном режиме был запущен еще в 2018 году. На сегодняшний день он охватил всю страну, включая и Чеченскую Республику. О нем уже многие знают. Это профессиональная ориентация детей с 6-11 классов общеобразовательных учреждений. В ходе реализации проекта мы должны зарегистрировать детей. В этом году это дети 84 школ нашего региона. Эти дети под сопровождением педагогов, которые у нас в рамках проекта называются навигаторами, проходят диагностические мероприятия, регистрируясь на всероссийской платформе Фонда гуманитарных проектов. Дальше начинается самое интересное – профилактические мероприятия, направленные на выявление способностей детей. И уже по итогам анкетирования учащиеся допускаются до проб, где они могут более глубже окунуться в нюансы интересующих их профессий. Причем выбор очень разнообразен – от точных наук до творческих специальностей. Например, таких как скульптурная живопись. Очень красивое и занимательное направление. Это создание объемного или рельефного изображения с помощью штукатурки. Эта техника у нас сейчас в Чечне не так уж распространена. Главной особенностью данной техники является его доступность. Вот все эти материалы, если ребенок сам захочет попробовать это сделать в домашних условиях, он может приобрести любые инструменты и материалы в хозяйственном магазине, в канцелярском магазине. Фарида Дукузова является ученицей 8 класса лицея номер 1. Девочка настолько погрузилась в физику, что очень увлеченно описывала нашей съемочной группе процесс проведения опыта на профессиональных пробах по физике. Мы использовали горячую и теплую воду, мы разукрасили их разными цветами. Горячая и теплая вода мы поставили стакан друг на друга, и они не смешивались из-за того, что у них была разная плотность. Оверлок, прямая строчка – эти навыки швейного дела очень важны не только с профессиональной точки зрения, но и в быту. Очень многие девочки грезят идеей стать дизайнером одежды, и в рамках проекта они имеют возможность познакомиться со своей мечтой. Работа хореографа заключается не только в многочасовых тренировках. Наставник в теории объясняет все тонкости движений, от рук и ног до эмоций, которые должен выдавать артист. Только в совокупности получается тот результат, который завораживает зрителя. Любой ребенок с 6 по 11 класс может стать участником. Достаточно обратиться за информацией к региональному оператору. Пробы проводятся на базе профессиональных организаций по программам, разработанным наставниками проекта. Что немаловажно, по окончании проекта ребенок получает обратную связь в виде рекомендаций по выбору будущей специальности. Амина Тупилагова, Шейх Мансур Малатов. Вести, Чеченская Республика.
Некоммерческая организация «Интерактив» делает все, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали, что они другие. За 9 лет своего существования проект стал крайне популярным. Он помог многим выйти из тени своих страхов, заявить о себе и своих талантах. О пути становления организации и какие планы ставить на будущее, расскажет Луиза Яхьяева. Малика Мазаева выросла с отцом-инвалидом, который при всем желании не имел возможности работать. Видя то, как он стремился к полноценной жизни, она понимала, что однажды станет человеком, который даст такую возможность тем, кто столкнулся с подобной бедой. Малика создала проект для людей с ограниченными возможностями, где они могут реализовать себя. Участники растут вместе с ним. Многие из тех, кто когда-то пришел, будучи ребенком, сегодня уже выступают на сцене и вдохновляют своих маленьких зрителей. Главное, чтобы видя то небольшое количество людей, которых мы вырастили, с них брали пример, и другие такие же дети, как они, брали пример и шли дальше, достигали новых результатов. Естественно, на этом проект не заканчивается, он будет каждый раз развиваться, расширяться. Есть очень большое желание сделать больше рабочих мест именно для этих людей, потому что, и дать им понять, что они могут работать, что, к сожалению, большое количество таких людей привыкло жить на каких-то выплатах, соцпособиях, и сам факт, что они могут работать, для них даже является какой-то дикостью. Как это я буду, и работать. А есть та категория людей, которые хотят работать. Они сталкиваются с тем, что их постоянно жалеют. Это то, что они не любят. Они хотят быть обычными людьми. Фестиваль, существующий в рамках проекта, проводится с 2013 года. Все началось в Чеченской Республике, а дальше распространилось по всей стране. За годы своего существования он изменил жизнь очень многих людей. Одни вставали с инвалидных колясок, другие, выходя на сцену, вдруг начинали свободно цитировать Пушкина, забывая о своих проблемах с речью. Марьям Галиханова – одна из тех, кому проект помог найти себя. Девушка приехала из Казахстана в Чеченскую Республику для того, чтобы выступить на фестивале, и решила остаться здесь навсегда. Я осталась для того, чтобы продолжить свою карьеру, только уже более с профессиональной точки, помогать таким же детям, чтобы они вдохновлялись, радовались жизни, не теряли надежду, самое главное. 60-й юбилейный фестиваль проводится в Чеченской Республике. За 9 лет существования проекта он воспитал людей, которые стали полноценной частью общества. Одни решили получить высшее образование, другие устроились на работу, нашли друзей и создали семьи. Этот проект я посещаю, участвую даже с 2014 года. У меня появились много новых друзей. И мне каждый раз, когда я тут бываю и выступаю, мне очень нравится сюда приходить, выступать на таких мероприятиях. Некоторые мечтают выделиться из серой массы и показать себя, а люди с ограниченными возможностями хотят слиться с окружающими и не привлекать внимание к своей особенности. Подобные проекты позволяют им социализироваться. Именно поэтому так важно развивать существующие и создавать новые. Луиза Яхьяева, Магомед Тагаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.